Благодаря высокой концентрации биоразнообразия Кыргызстан входит в число уникальных природных регионов. Однако теперь это богатство в опасности. И не только из-за беспечного отношения людей к природе, но нередко из-за их противоправной деятельности. Незаконный промысел, торговля редкими видами диких животных и растений – сегодня это реальная угроза биоразнообразию страны. Бороться с этой угрозой помогают служебные собаки кинологической службы таможни. Специально для них проект ПРООН ГЭФ построил новый вольер с удобной территорией для выгула, кабинами для комфортного содержания, всеми необходимыми коммуникациями и системой противопожарной безопасности. В рамках проекта по сохранению биоразнообразия западного Тянь-Шаня было построено в аэропорту Манас вольер для кинологической службы. Она даст нам в помощь в пресечении контрабандных ввозов и вывозов дериватов диких животных, включенных в конвенцию СИТЕС. СИТЕС – это аббревиатура Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. На таможенных пунктах и экологических постах Кыргызстана специально обученные служебные собаки помогают предотвращать факты нелегальной перевозки животных и растений, многие из которых находятся под защитой СИТЕС. Благодаря программе ПРООН в этом году был построен вольер для содержания 4 служебных собак. Вольер предназначен для круглогодичного всесезонного содержания собак. Наши собаки в настоящее время обучены по нескольким направлениям поиска дериватов. В частности, это снежный барс, сокол-балабан, козерог. Раньше, допустим, были вольеры такого, скажем, временного содержания, то есть постоянных стационарных вольеров у них не было, что тоже зимой было проблематично, потому что зимой там было холодно, летом было жарко, и собакам, получается, не очень комфортно было. Сейчас, в связи с постройкой нового вольера, эти условия все улучшаются. Борьба с нелегальной перевозкой и торговлей диких животных и растений – одно из направлений совместного проекта Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства и программы развития ООН, нацеленного на сохранение глобально значимого биоразнообразия западного Тянь-Шаня. В рамках этого проекта тоже были организованы встречи работниками таможенной службы, пограничной службы, охраны окружающей среды, научных органов соседних стран. Допустим, с Таджикистаном у нас были встречи, с Казахстаном у нас были встречи. И тоже налажены контакты именно по работе таможенных и природоохранных организаций этих стран. Это яркий пример того, как согласованные намерения и действия государственных органов и природоохранных организаций работают на обеспечение устойчивого благополучия нынешнего и будущего поколений целой страны.